Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба понимал важность образования для развития страны и формирования будущего государства. Тогда, в 1997 году, несмотря на сложности, послевоенную блокаду, именно при его поддержке было создано новое образовательное учреждение Сухумский открытый институт, в котором собрались лучшие из лучших, чтобы передавать свои знания будущим поколениям. Мы вообще-то никогда и не мечтали, учредители, что это будет отдельный вуз. Мы думали, что это будет вуз в вузе. Но когда Заур Иванович Шалашава сказал ему об этой идее, он сразу дал направление. Он сказал, вы должны быть отдельным вузом, самостоятельным вузом, чтобы дать возможность выбора будущему поколению между двумя вузами. И дал нам путевку в жизнь. Именно он издал указ о образовательном учреждении Сухумский открытый институт. Именно он дал нам вот это помещение для того, чтобы мы развивались. Именно он сказал нам, что учредителями вуза должны быть самые лучшие из лучших. Поэтому в составе первых учредителей было 24 учредителя, представителей науки, представителей образования высшего. Это и Шота Константинович Аистава, это и Свиная Владимир, это и Станислав Лакоба, Даур Барганджа, это и Борис Алмасханович Гургуля, и Касланзе Владимир Арушанович. Первым из них, и он был назван Владиславом Григорьевичем, был Шота Константинович Аистав, он был нашим первым ректором. Ректор Сухумского открытого института Валерий Кварчия вспоминает о том, как первый президент подписал указ о создании образовательного учреждения. В год 80-летия Владислава Ардзинба в стенах Сухумского открытого института уже учится поколение, не заставшее эпоху первого президента. Однако с их уст имя великого Владислава звучит еще громче, ведь когда-то начатое им дело живет. В аудитории, отведенной для конференции памяти Владислава Григорьевича, много студентов, и каждому из них есть что сказать. Я его сравниваю с значительными историческими личностями. Вот, например, историк Аслан Авицба отмечает 4 личности в истории Абхазии. Это Леон II, Нестор Лакоба, Владислав Григорьевич Ардзинба и Килишбей. Вот. Я как бы согласна с сомнением Аслана Авицба, историка, что данная личность, такая личность, как Владислав Григорьевич Ардзинба, стоит с ними на одном уровне, так как память о нем сохранится у всех абхазов, и для Абхазии он очень ценен. Даже уже, вот знаете, не на историческом, а на генетическом уровне мы будем помнить о нем. В конференции, посвященной 80-летию первого президента, приняли участие друзья и соратники Владислава Григорьевича. Они рассказали студентам о довоенном периоде, первом созыве парламента, решениях, которые принимались депутатами и главнокомандующим республики, становлении государства в послевоенное время, о простом парне из Эшеры, чей научный интеллект влился в политику. Владислав Григорьевич придавал огромное значение образованию нашей молодежи. Даже во время войны он запретил призывать в армию ребят, которые обучались в вузах. В России, у нас, вы знаете, какое положение было. Вот, он просто говорил о том, что война же закончится, а нам жить дальше, работать дальше. С кем мы будем работать? Нам нужны образованные люди. Я хотел бы заметить, что тысячи людей отдали свою жизнь ради того, чтобы между двумя реками Псел и Гра сохранилась, развивалась абхазский этнос. Я Владислав Григорьевич Ихец. Я тадаться так на вас собственно твалы дайна и хакуйти. С Владиславом я знаком с 1988 года. Наверное, многие бы удивились бы. Но это был сентябрь месяц, когда Владислав искал, как ему казалось, новые кадры. Так как он востоковед, ему нужны были востоковеды, он прекрасно понимал, что вся наша история, вся наша историческая наука находится
непосредственно восточных странах. Это османские источники, это персидские источники. В научной конференции, посвященной 80-летию первого президента Абхазии, принял участие вице-премьер республики Вараздат Минасян. Я считаю, что сегодняшняя конференция – это не только дань памяти Владиславу Григорьевичу, но и знак благодарности о том, что вот есть сегодня СОИ, и я вот тоже являлся студентом СОИ благодаря вот инициативе Владислава Григорьевича. В рамках научно-практической конференции среди студентов состоялись секционные заседания по юриспруденции и экономике. Учащиеся Открытого Сухумского института представили свои доклады. Гугуца Вардания, Камила Джопо, Абхазское телевидение.